ходе рабочей поездки в Малгобекский район глава Ингушетии побывал на территории интенсивных садов в селении Южное. Премьер Владимир Сластенин провел прием граждан в общественной приемной президента России. Люди, которые перенесли, они еще долгое время могут жаловаться на слабость, на быструю утомляемость, на чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке. Коварный во всех отношениях ковид. Перенести все симптомы, а потом гадать о последствиях. Чего стоит опасаться? Чтобы наверняка убедиться в отсутствии нитратов и тяжелых металлов в арбузе, лучше потребовать у продавца протокол на лабораторное исследование. Вместе выберем вкусный арбуз. Качество и условия хранения бахчевых продолжает проверять Роспотребнадзор. Жизнь в постоянном преодолении. Сегодня во всем мире отмечается Международный день альпинизма. Здравствуйте, это новости 24. В ходе рабочей поездки в Малгобекский район глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов побывал на территории интенсивных садов в селении Южное. Выход на полную мощность ожидается через 3 года. Число рабочих мест возрастет до 150. Диана Дударова расскажет об этом подробно. Инвестиционный проект реализуется с конца 2018 года. Тогда компанией было посажено более 36 тысяч саженцев крупноплодной черешни на площади 42 гектаров. А в 2019 году агропредприятие расширило территории до 73 гектаров, посадив около 14 тысяч молодых деревьев. До конца 2020-го планируется посадка еще 25 тысяч саженцев. Для ухода за садом агрономы используют современные технологии. Установлена многоуровневая система капельного орошения. Поливная ситуация как у вас? Есть капельное орошение полностью по итальянской технологии. После сада дальше идет земля, наша территория. Там в конце дорога на Малгобек. Вот с той стороны мы хотим построить офисное хранилище, сортировочную линию. Нам надо сейчас закладывать на 2021 год до Ленделя. Кроме того, руководство сельхозпредприятия поделилось планами расширить площадь земледелия и посадить другие культуры, такие как виноград и абрикос. Сколько у вас здесь работников? Постоянных 11. Постоянно. Постоянно. Да. Налоги, зарплаты, все которое. Но здесь пока основном работа какая? Временно нанимать сезонно. Сезонно. Да. Ну, сезонных 30, 40, вот. Когда посадка 50-60 рабочих в день. Ну, вам же и 1000 надо будет, чтобы сбор потом делать. Ну, у нас итогово мы планируем стабильно, постоянно рабочие места 130-150, а сезонных до 600. На начальном этапе плоды планируется развозить по торговым точкам небольшими партиями. В перспективе экспорт продукции. Махмуд Али Калиматов обратил внимание на приоритетность работы на внутренний региональный рынок. Максимально предполагаемый урожай через 3 года. Через 3 года на 100% мощность, когда выйдем, Да. 15-17 тонн с гектара. Руководитель субъекта также отметил, что, как и было прежде заявлено, фермерские хозяйства, которые действительно работают и вносят вклад в развитие региона, могут рассчитывать на поддержку и помощь в расширении угодий. Но для этого они должны сначала показать результат и зарекомендовать себя. Надо проработать, помочь им, специалистов дать, разработать, вот, чтобы он не нанимал, там, помочь ему чем. Можно и не субсидиями, а просто специалистами. Просто возьмите на базе этого сада, вы по каждому куску земли, где человек пользу приносит, выращивать что-то, вы должны работать на них. Напомним, ранее глава Ингушетии выделил аграрный комплекс в качестве одной из основных сфер, на которую делает ставку правительство региона для достижения лучших показателей социально-экономического развития республики. Вопрос целевого использования земель находится под личным контролем главы Ингушетии. Диана Дударова, новости 24.
В общественной приемной президента России состоялся прием граждан. Просьбы жителей региона выслушал премьер Владимир Сластенин. Для рассмотрения обращений также были приглашены руководители органов исполнительной власти и представители муниципальных властей республики. Вопросы касались самых разных сфер – улучшения жилищных условий, трудоустройства, создания собственного бизнеса и многое другое. Так, Ильяс Нальгиев, окончивший Всероссийский государственный университет юстиции и колледж связи и информатики в Ростове-на-Дону, обратился с просьбой о трудоустройстве. Пообщавшись с молодым человеком, премьер поручил Минацию Ингушетии рассмотреть возможность содействия в трудоустройстве молодого специалиста в Центр управления регионом, который планируют создать в Ингушетии в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Далее Зарина Хадзиева, семья которой осталась без крова в результате пожара в январе текущего года, обратилась с просьбой оказать возможную помощь при строительстве нового дома. Выслушав заявительницу и обратив внимание на то, что в многодетной семье, в которой из 5 детей 1 инвалид, работает только супруг, было решено выделить строительные материалы для перекрытия крыши. Кроме того, премьер поручил выделить материальную помощь семье на покупку дополнительных строительных материалов. Магомед Амирханов обратился к премьеру по вопросу открытия в регионе спортивно-технической школы картинга. Ему было рекомендовано составить бизнес-план. Ну а Минимуществу рассмотреть возможность выделения земельного участка для размещения спортивного учреждения. Все поступившие обращения поставлены на контроль. Как получить материнский капитал и как осуществляются выплаты по детским пособиям, напомнит нам сейчас Дана Плиева. Жители региона, не успевшие подать заявление на выплаты, введенные в связи с пандемией, могут написать заявление на их получение сейчас. Речь идет о сразу нескольких пособиях на несовершеннолетних детей. Социальную поддержку, которую назначил президент, семьи с детьми начали получать еще с апреля. Семьи с детьми от 0 до 3 лет получили ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за 3 месяца. Это апрель, май и июнь. Также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили семьи, у которых есть дети от 3 до 16 лет в июне месяце. И таким же образом дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьи с детьми от 0 до 16 лет получили выплату в июле месяце. Заявление на выплаты нужно написать до 30 сентября. После подать его будет невозможно, потому стоит поспешить. Его можно оформить и через портал госуслуг. Для этого нужно лишь зарегистрироваться. Если в семье есть дети, на которые они не подали заявление, по какой-либо причине у них не получается или нет личного кабинета на портале госуслуг, они могут обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда по месту жительства, где им удобно. То есть это Назрань, Малгобек или Сунжу. Там специалист клиентской службы пенсионного фонда поможет им при заполнении заявления и проконсультирует их. Президентом страны также подписан закон о расширении программы материнского капитала и ее продлении до 31 декабря 2026 года. С января этого года изменились и правила его получения. Если прежде помощь от государства давали только после рождения второго и последующего детей, то теперь сертификат может получить семья, где появился первый ребенок. Сумма сертификата составит 466 тысяч. Если у этой семьи в последующем рождается второй ребенок, то к этой сумме к ним еще добавляют 150 тысяч. То есть общая сумма будет составлять 616 тысяч. Если первый ребенок в семье был рожден до 1 января 2020 года, а второй ребенок родился после 1 января 2020 года, то они получат сразу полную сумму материнского капитала – это 616 тысяч. На сегодняшний день для оформления сертификата в пенсионный фонд поступило порядка 1000 заявлений. На материнский капитал может рассчитывать и Зарема Гагиева. В этом году женщина родила первенца. Конечно, наверное, как и все мамы нашей республики, я рада этому событию. Очень хорошая дополнительная помощь и для работающих, и для неработающих. Так что только одни положительные эмоции и отзывы. Поменялась форма подачи заявлений на сертификат. Теперь не нужно приходить в отделение фонда с необходимыми документами. Ведомство напрямую получает списки из органов ЗАГСа о детях, попадающих под программу материнского капитала. Если все в порядке, то сертификат будет оформлен и информацию о нем направят владельцу через портал госуслуг в личный кабинет. Если сумма поменялась материнского капитала, то есть первая сумма у них была 466 тысяч, при рождении второго ребенка им добавили 150 тысяч, то для замены сертификата обращаться в пенсионный фонд не нужно. То есть при обращении на распоряжение средствами материнского капитала они укажут в заявлении ту сумму, которая у них есть в базе, то есть 616 тысяч. Решение о выдаче сертификата принимается в течение 15 рабочих дней. А если эта же семья решится на третьего ребенка, ей положен сертификат на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Программа работает с 1 января 2019 года на рожденного третьего и последующего ребенка. Этим пенсионный фонд не занимается, этим вопросом занимается сам банк, где вы взяли кредит или хотите взять кредит на улучшение жилищных условий.
Выплаты успеют получить те, кто вовремя подаст заявление. В общей сложности единовременную меру поддержки получит 27 миллионов российских детей. А забрать сертификат на получение материнского капитала можно через портал госуслуг или получить его в отделении фонда по месту жительства. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может страдать от повреждения легких, мозга или хронической усталости. К таким выводам пришли британские ученые. Поствирусные симптомы отмечают у переболевших и ингушские врачи. С течением времени последствия этой болезни становятся все более очевидными. Чем грозит ковид, узнала Светлана Томова. Число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, продолжает расти. Вместе с ним увеличивается и количество излечившихся пациентов. Что касается последних, далеко не для всех болезнь проходит бесследно. Просто в отличие от других вирусных заболеваний, коронавирусная инфекция длится длительнее и проходит тяжелее. То есть люди, которые перенесли, они еще долгое время могут жаловаться на слабость, на быструю утомляемость, на чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке. То есть эта симптоматика у многих остается еще какое-то время. Если же люди перенесли все-таки с осложнением COVID, то есть это пневмония, у них на долгое время остаются изменения в легких, то есть бывают фиброзы, которые сохраняются длительное время. По словам специалистов, эта болезнь очень коварна, и, как мы видим, вирус оказывается более устойчивым, чем прогнозировали. Ни высокая температура, ни климатические особенности не оказывают существенного влияния на циркуляцию коронавируса. Сказать, что вирус погибает, мы не можем. Это нужна такая температура быть, это больше 90 градусов, чтобы вирус погиб. Естественно, такой температуры люди и находиться невозможно при такой температуре. Поэтому вирус, он не погибает, он существует, в природе. Просто он бывает менее агрессивен, чем бывает в холодное время. Как мы заметили, в основном вспышка пошла в зимнее время, и, естественно, наплыв больных, больше больных было все-таки в зимнее время. Летом он есть, он существует, но все-таки менее агрессивен. По словам специалистов, если раньше они думали, что в зоне риска люди только старше 60 лет, то сейчас можно с уверенностью сказать, что заболеть может каждый из нас, включая даже грудничков. Уберечь себя от коронавирусной инфекции легко, отмечают специалисты. Главное – соблюдать меры предосторожности. Основной мерой профилактики является, это естественно, это самоизоляция, это соблюдение правил личной гигиены, это соблюдение правил масок, то есть это ношение масок. Это как бы себя предостерегать от всего. То есть все-таки меньше появляться в местах скоплениях людей, больше находиться, наверное, все-таки на воздухе. И опять же остается то же самое, что это обильное питье жидкости. Да, это менее употреблять холодную воду, больше пить все-таки теплую воду. Это тот же чай с лимоном, с малиной, с имбирем и так далее. COVID-19 – это не только пневмония, но системное заболевание, которое вдобавок чревато множеством осложнений. Помимо обычных слабостей и одышки, это панические атаки. По словам психолога Райшат Погорова, если раньше на первое место выходила тревога заболеть, попасть в больницу и смерть близкого человека, то сейчас актуальным стало состояние беспокойства, тревоги и панических атак. Но и с этим возможно справиться самостоятельно. Прежде всего нужно человеку осознать, что у него началась паническая атака, постараться выйти из этого неприятного состояния. Это прежде всего нужно остановиться, подышать, осмотреться вокруг и убедиться, что все спокойно. Именно в данную минуту и в данном месте нужно сделать над собой усилия определенные, чтобы пресечь эту атаку. И понимать, что практически не наблюдается смертных случаев от панических атак. Не всегда человек может сам справиться с паническими атаками, и я думаю, что в данной ситуации очень будет правильным обратиться к специалистам. В Министерстве здравоохранения отмечают, что на сегодняшний день коронавирусная инфекция в регионе по сравнению с несколькими неделями ранее идет на спад. Связано это в первую очередь с тем, что люди стали более осознанно подходить к этому вопросу. Количество пациентов, которые находятся у нас в тяжелом состоянии, оно относительно стабильно, у нас держится на уровне 17-16 человек в сутки. Количество пациентов тяжелых на аппарате ИВЛ на сегодняшнюю дату составляет 3 человека. Также у нас на базе инфекционного отделения детской больницы находится 16 детей. Это детки в возрасте до 18 лет с подтвержденным либо с подозрением на COVID-19 инфекцию.
Количество вызовов скорой помощи, к сожалению, продолжает оставаться на высоком уровне, но радует то, что уменьшается общее количество вызовов на больных, у которых либо подтвержденный диагноз COVID-19, либо имеется подозрение на него. То есть в сравнении со вчерашними сутками у нас количество уменьшилось на 10 вызовов. А тем, кто все же перенес коронавирусную инфекцию, врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, носить маски, проветривать помещения, пить витамины и, конечно же, ограничивать себя от мест массового скопления людей. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Частые перебои энергоснабжения, отключение света стали поводом для возмущения жителей Ингушетии в социальных сетях. Связано это с реализацией программы снижения потерь электрической энергии в сетях филиала «Ингушэнерго». Проект предусматривает строительство и реконструкцию сети, модернизацию средств учета электроэнергии и организацию единого информационно-вычислительного комплекса учета ресурса. Итогом станет обеспечение резерва мощности и качественное электроснабжение для 21 тысячи потребителей. Работу в рамках первого этапа специалисты начали в прошлом году в городе Назране. Это включает в себя замену аварийных опор, оголенного провода на самонесущий изолированный, установку интеллектуальных приборов учета. Мы хотели бы обратиться к жителям, чтобы чуть-чуть потерпели. У нас уже первый этап завершается уже август 2020 год. Да, были отключения частые, практически каждый день. По 3-4 часа отключались линии. Но без отключения проводить работы по реконструкции, замене провода и аварийных опор невозможно. Один человек жалуется, что у него света нету, а второй рядом сосед жалуется, что у него аварийная опора. Так что мы не можем, как сказать, всем сразу угодить, поэтому в любом случае поэтапные работы поэтому в этом направлении проходят, мы работаем. И плюс к тому же у нас идет вместе с этим программа установки умных, так сказать, счетчиков, приборов учета. Это что нам даст? Это людям не придется самим снимать съем показаний, они уже автоматически передают, устанавливаются базы, куда передаются это все, и проводится работа в этом направлении. Поэтому мы призывали бы наших жителей, чтобы относились с пониманием и чтобы чуть-чуть потерпели. Подведены итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие 2020 года. Акцентировали также внимание на необходимости принятия оперативных и исчерпывающих мер, направленных на профилактику терроризма, усиление координирующей роли прокуратуры в борьбе с преступностью. Репортаж нашего корреспондента. 920 нарушений законодательства о государственной муниципальной службе и противодействии коррупции выявлено органами прокуратуры Ингушетии в первом полугодии 2020-го. Для их устранения принесено 177 протестов за незаконные акты, предъявлено 23 исковых заявления, внесено 154 представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 115 должностных лиц. К административной ответственности привлечено 8 лиц. О недопустимости нарушения законодательства предостережено 148 должностных лиц. При проведении антикоррупционной экспертизы 589 принятых нормативно-правовых актов выявлено 115 коррупциогенных факторов. Для их исключения принесено 112 протестов, внесены 3 представления. Также в целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, в суды республики предъявлено 6 исковых заявлений. В их числе о взыскании с подсудимых ущерба на сумму более 25 миллионов рублей. По результатам проведенных проверок в органы предварительного расследования в порядке части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлено 7 материалов. По результатам их рассмотрения возбуждено 3 уголовных дела коррупционной направленности. Также установлено 377 нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе. 153 из них связаны с предоставлением сведений о доходах государственными и муниципальными служащими, неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей. Указанные нарушения выявлены в истекшем периоде в УФСИН России по Республике Ингушетия, Управлении Россельхознадзора по Республике Ингушетия, Министерстве финансов Республики, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики, Министерство образования и науки Республики, представительных и исполнительных органах местного самоуправления.
Установлены факты неприятия должностными лицами управления Россельхознадзора мер по урегулированию конфликта интересов, а также факты участия лиц, занимающих муниципальные должности. Виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности. В связи с утратой доверия прекращены полномочия 2 депутатов Аки-юрта и 1 депутата сельского поселения Верхние Очелуки. Причиной послужили непредоставленные установленные сроки сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Народному избраннику по той же причине пришлось досрочно сложить свои полномочия. Депутатам Народного собрания Ингушетии также были представлены неполные и недостоверные сведения о своих доходах. По результатам проверки в суд предъявлено исковое заявление в защиту интересов Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью более 26 миллионов рублей, в отношении которого служащим не предоставлено доказательств его приобретения на законные доходы. Безотлагательно принимались органами прокуратуры меры реагирования при выявлении фактов несоблюдения работодателями требований части 4 статьи 12 Федерального закона о противодействии коррупции, предусматривающей обязанность сообщать 10-дневный срок представителю нанимателя о заключении трудового или гражданско-правового договора с бывшими государственными или муниципальными служащими. Так, органами прокуратуры в текущем году возбуждено 6 дел об административном правонарушении. Судами к ответственности в виде штрафов на сумму 140 тысяч рублей привлечено 4 юридических и должностных лица. Взыскание находится на контроле Республиканской прокуратуры. 25 уголовных дел возбуждено правоохранителями против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления и коррупционной направленности. А по фактам дачи и получения взяток возбуждено 8 уголовных дел. Размер причиненного ущерба в первом полугодии составил более 66 миллионов. Наложен арест на имущество коррупционеров на сумму более 30 миллионов. Сумма добровольно возмещенного ущерба составила около 2 миллионов рублей. Исполнение законодательства о противодействии коррупции находится на постоянном контроле в прокуратуре Ингушетии. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня в Верховном суде Республики Ингушетия состоялось совещание судей судов общей юрисдикции республики. По итогам работы за первое полугодие 2020 года всего рассмотрено 18 300 дел и материалов. К распространенным преступлениям относятся незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами, дела о краже, нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и другие. В электронном виде на официальные сайты во все суды республики поступило 770 заявлений и жалоб. В завершении совещания прошел учебно-методический семинар судей, а также за значительный вклад в совершенствование правосудия и укрепление законности, заслуги в защите прав и интересов граждан были вручены юбилейные медали. Несанкционированная торговля, отсутствие медицинской книжки, пакета сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность арбузов. Это наиболее распространенные нарушения торговцев бахчевых культур. Народный контроль совместно с Роспотребнадзором провели рейд по местам продажи сезонных ягод. Диана Дударова расскажет. Покупать арбузы в России рекомендуют не раньше середины августа, однако многим не терпится побыстрее полакомиться этой манящей яркой ягодой. Если все же точно решили отправиться на рынок, следует придерживаться определенных правил. Так в народе принято считать, что хороший арбуз – это красивый арбуз. Правда, внешние данные не всегда показатель качества. Чтобы наверняка убедиться в отсутствии нитратов и тяжелых металлов в арбузе, лучше потребовать у продавца протокол на лабораторное исследование, ведь каждый покупатель имеет на это полное право. Только мало кто из жителей пользуется этой возможностью. Норма нитратов и пестицидов в каждом килограмме арбуза не должна составлять больше 60 миллиграмм. Эта информация должна быть у каждого предпринимателя в свидетельстве Госсанэпиднадзора. Визуально, на словах верю. А так как-то только за столом и все. А протокол лабораторного исследования никогда не требуете? А где? Продавца должен быть. Так целый день придется походить, искать. Отсутствие бдительности у некоторых покупателей компенсируется зорким глазом Роспотребнадзора. Сотрудники в погонах регулярно проводят рейды по бахчевым с момента их завоза в регион. А сегодня к ним присоединился и народный контроль. Помимо полного пакета сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность арбузов ядынь, необходимо соблюдать ряд других требований. Это и наличие медицинской книжки у продавца, и разрешение на торговлю у предпринимателя. Правда, у владельца этих ягод нет ни того, ни другого.
При этом торговлю ведут вдоль дороги, а это категорически запрещается законодательством. Ведь бахчевые очень уязвимы и могут впитать тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей. Последствиями такой покупки нередко становится отравление. А дыни здесь разместили прямо на земле, хотя от земли должно быть расстояние как минимум 15 сантиметров. Правда, все запреты, напоминания и попытки донести чреватость несанкционированной торговли разбиваются о жажду нажиться и упрямство предпринимателя. И у следующего продавца на улице Шаймиева такая же картина. Отсутствие разрешения на продажу, по-видимому, здесь никого не заботит. Как заявляет администрация Назрани, этот участок дороги расположен рядом с железной дорогой. И регулировать вопрос несанкционированной торговли уже должна линейная полиция. А попытки дозвониться до местного участкового не обвенчались успехом. Что говорит администрация? Как они будут реагировать на эти? Реагирует администрация, во-первых, это незаконная торговля, несанкционированная торговля. Они в соответствии с законом они должны наказать, выписать штрафы. И если человек хочет торговать, если индивидуальное предприятие, есть что-то, надо отвести ему место для торговли. Правда, покупателей редко интересует законность продажи. Главное, чтобы арбуз был спелый. Каждый ориентируется на определенные признаки. Кто-то делит их на мальчиков и девочек. Так называемая арбузиха считается вкуснее. Для других доминирует красота, а именно четко выраженные зеленые полосы. Также считают, что спелый арбуз по-особому звучит. И если стукнуть ладонью, отзывается звонкой вибрацией. И еще один признак – усохший хвостик. Если он еще остается зеленым и сочным, значит ягода еще не дозрела. Чисто народным способом стучим, хвостик смотрим, еще что. Стучим там или делаем вид, что понимаем. Не сахар, зато так хотела, я один покушала. Понравился? Понравился. Также арбуз считается отличным лекарством от стресса. Высокое содержание бета-каротина укрепляет нервную систему, а дети его любят за то, что он просто сладкий, сочный и красивый. Они точно не ошибаются в выборе спелой ягоды. Вот и этот малыш полностью оказался во власти гиганта. Оказалось, что полакомиться бахчевыми любят и не только взрослые и дети. Есть настоящие гурманы и среди братьев наших меньших. Это травоядные и всеядные животные, зайцы, черепахи, пернатые, наши четвероногие друзья, а суровые хищники, готовые вцепиться в арбуз, как кусок мяса. И все же многие не торопятся насладиться сочной ягодой, остерегаются, что великанов искусственно подкормили. А маленькие арбузы могут быть и не слишком сладкие, ведь стадия зрелости наступает, когда в плодах накапливается 8-10% сахара. В августе нормально должно быть, а в июле они уже удобряются. То есть вы не доверяете? Нет, не доверяю. Эксперты тоже придерживаются мнения, что бахчевые в южных регионах страны успевают дозреть лишь к середине августа. И беда раннего арбуза не сколько во вкусе, сколько в риске переизбытка нитратов. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. В Назрани и административном округе Альтиева строят 2 детских сада. А это значит, что родители сотен малышей будут спокойны за дошкольное образование своих детей. Финансирует строительные работы специальная госпрограмма. На каких стадиях возведения сейчас объекты, расскажет Дана Плиева. Несколько десятков рабочих на этой стройплощадке трудятся в ускоренном режиме, чтобы закончить срок. Новый садик в Альтиево намерены сдать уже к концу сентября. В двухэтажном здании создадут все удобства для детей и педсостава. Актовые спортивные залы, комнаты отдыха для детей и педагогов, гардеробные, санузлы, что не может не радовать и Казман Хаштырову. Она намерена отдать туда и дочку, и внучку, 4-летнюю Рабию и 2-летнюю Хавушку. Второе дошкольное учреждение в селе строится рядом с домом, так что и ходить девочкам далеко не надо. Параллельно здесь идет благоустройство дворовой территории. Рабочие уже поставили 12 навесов, каждый на одну группу. Скоро привезут и детские площадки, а также появится зеленый уголок с деревьями и цветами самых разных сортов. Внутренние работы строители намерены завершить в конце августа. Следом будут оборудовать пищеблок и завезут мебель. Мы завершили электрику полностью. Слаботочку, автоматику тоже запустили.
сейчас заканчиваем вентиляцию. И одновременно идут работы по установке дверных проемов. Это пожарные двери, межкомнатные двери и по укладку ламината. Впрочем, по словам главы администрации, жители порадуют и другими преобразованиями, запланированными на этот год в селе. Запланировано факел, дом культуры, асфальт по улицам, замен водопроводной трубы, трансформаторы заменить должен. Если в Альтиево работы по стройке садика почти завершены, то в Назрани они начались только неделю назад. Такой же садик по госпрограмме развития образования появится и тут. Пока это место мало подходит для строительства будущего здания. Несколько единиц техники заняты котлованом. Следом подготовят так называемую подушку для фундамента. Завершить строительство здесь планируют к концу года. Начинаем обратную засыпку, укатку будем делать, обратную засыпку, и потом же одновременно можно вести работы и, значит, как по благоустройству, и как по каркасу будет там. Почему? Потому что все коммуникации надо отсюда подводить. Здесь канализация, водопровод, газопровод, снабжение электроэнергией, все будет подводиться в районе 300, 500, 700 метров. При завершении всех работ жители Назрани и Альтиева получат новые дошкольные учреждения, которые совсем скоро заполнятся звонкими голосами непосед. К слову, в этом году в регионе планируют открыть более 30 социально значимых объектов, среди них и 15 детских садов. Дана Плиева, Хасан Майсигов, Адам Далаков. Новости 24. Сегодня во всем мире отмечается Международный день альпинизма. Появлением этого праздника все обязаны швейцарцам Мишелю Габриэлю Паккарду и Жаку Альма. 8 августа 1786 году они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник именно в этот день. Адреналин, пожалуй, главный стимул для людей, которые с завидным постоянством покоряют горы. Есть среди них и знаменитые имена наших земляков. К примеру, Лейла Албагачиева – единственная россиянка, дважды покорившая Эверест. Во многом благодаря этой спортсменке альпинизм стал популярен в Ингушетии. В регионе этот вид спорта начал развиваться всего несколько лет назад, но за такой небольшой промежуток времени наша республика уже провела несколько чемпионатов России в разных классах. А сегодняшний день покорители высот используют как еще один повод для встреч и установки новых рекордов. Путь к предпринимательству с наименьшими потерями и поддержкой. Информационная площадка «Мой бизнес» в помощь. Семинары ориентированы на всех бизнесменов, начинающих, опытных и работающих в разных сферах деятельности. Новые подходы в управлении и продвижении. Каждый найдет свой пример в сюжете нашего корреспондента. Умар Мальсагов – начинающий предприниматель. У его отца было производство каракульных шапок, что в дальнейшем и стало семейным бизнесом. Умар решил продолжить дело, перенял опыт, но столкнулся с массой проблем. Головные уборы оказались нерентабельными. И дело не в качестве производства, а в том, что конечный продукт на сегодняшний день не актуален. Как же создать прибыльный бизнес и как заманить покупателя? С этими вопросами сегодня он посетил трендинг в компании «Мой бизнес». Для того, чтобы изучить или для того, чтобы выявить свой пробел и исправить ситуацию, или же как-то трансформироваться в другую отрасль, я и пришел сюда. «Мой бизнес» — это информационная площадка для начинающих и уже продвинутых малых и средних предпринимателей, где они могут набраться колоссальному опыту у тех, кто уже достиг высоких рейтингов в своих проектах. Сегодня семинар проводит Магомед Алиев, основатель стартапа «Экспока», победитель бизнес-конкурса «Бизнес-лидеры России», прошедший образовательную программу в Джорджтаунском университете в Соединенных Штатах Америки, и бизнес-тренер фонда имени шейха Заида по поддержке предпринимательства и инновации. Здесь сегодня у нас в первую очередь речь пойдет про первые шаги, которые нужно сделать молодежи, которые хотят себя видеть в сфере предпринимательства. То есть мы расскажем о том, как вообще сделать первые шаги, собрать команду, как написать бизнес-план, ну вообще в целом основы бизнес-планирования. Магомед с присутствующими поделился своим опытом успешной карьеры и проделанных ошибках по ее созданию. На примере четвертой по крупности компании мира в сфере консультации разобрал мышление 4 типов людей. Объяснил, как создавать из них команду и как правильно проводить координацию. Все те предприниматели, которые сидели за круглым столом, вникали в исследования бизнес-лидера. Это и есть главная цель таких мероприятий – обучить предпринимателя понимать свою деятельность и развивать ее по всем параметрам. Тема мероприятий и формат мероприятий постоянно меняются в зависимости от тех запросов, которые поступают от предпринимательского сообщества. Вот, допустим, мы до сих пор делали акцент и ставку на сектор B2G, то есть это бизнес-старт в госзакупках и тендерах.
Вот. И сейчас мы уже видим запрос на начинающих предпринимателей. И, соответственно, хотим сейчас сделать акцент именно на этот сектор, в частности и на молодежное предпринимательство. Обучающие семинары будут проходить почти каждую неделю. На сайте компании «Мой бизнес» они заранее информируют подписчиков о времени проведения, имя и должность гостя, кто будет проводить консультацию. Принять участие может любой желающий, даже тот, кто просто задумывается заняться своим делом. Это большое подспорье каждому, даже тому, кто уже чувствует себя успешным в своем направлении. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.